Добрый день, уважаемые читатели и зрители «Кактус Медиа». Мы в прямом эфире. Мы немножечко опоздали, за что просим прощения. Это связано с чисто техническими особенностями. И сегодня у нас очень важная тема для разговора с прекрасным собеседником. Пожалуй, я за нее очень болею. Спасибо, Атыра. Это омбудсмен. Подчеркиваю, омбудсмен, не омбудсвумен, новоизбранным в Кыргызской республике. Я поздравляю с избранием. Желаю всего самого полезного, качественных, интересных кейсов и, самое главное, защиты прав человека в Кыргызстане. Ну, естественно, тема будет защита прав человека в Кыргызстане. Вы можете отправлять свои вопросы к нам в эфир. Я все, что увижу, я с удовольствием зачитаю. Мы сделали анонс ранее, и поступило уже несколько вопросов, но для начала, Атыра, расскажите, пожалуйста, как пришло решение попробовать себя в этой должности, потому что все до этого ваш опыт работы был связан с выборным законодательством в основном. Но вы и ранее участвовали в выборах, это я тоже знаю. Да, добрый день, уважаемые читатели, зрители «Кактус Медиа». Я благодарю «Кактус Медиа», да, и благодарю, пользуясь случаем, и всех наших журналистов, журналистское сообщество, и благодарю наш народ, потому что соцсети, да, в соцсетях и в медиа на самом деле была огромная поддержка со стороны простого населения, да, в большей степени, кто как-то каким-то образом знал меня, да, и видел, чем я занималась до настоящего времени. Благодаря этой поддержке, я так понимаю, эта победа и произошла, да, и получен такой большой мандат доверия. И знаете, самое волнительное то, что именно вот эта надежда в людях, которые они возложили, да, и возлагают на меня, она, конечно, немножко так вот мобилизует, как бы такой контрастный душ, который, да, вот, да, я понимаю, что на такой волне поддержки большинства прийти, и теперь важно, чтобы с такой же поддержкой закончить срок полномочий, да? 5 лет. 5 лет, да, на 5 лет, избрана парламентом. Вообще, на самом деле, до этого вы правильно отметили, что я, получается, в общественно-политической жизни страны участвую почти 20 лет. Начинала как молодой там, гражданский активист, да, и вот это все переросло. В большей степени, конечно, была задействована в выборных процессах, но и мы в свое время выступали против ХИПИК, против вступления в таможенный союз, там, да, и многие другие, там, за рассекречивание, помните, генерального плана, плана детальной планировки Бишкека. То есть в смысле активизма, в смысле защиты прав человека и расширения возможностей реализации прав человека, да, сделать их удобнее, это было как бы всегда, да, желание, стремление, чем я и занималась. А потом работала в Центральной избирательной комиссии, да, более 4 лет, членом ЦИК была, и вот, наверное, на волне того отстаивания правды, да, закона в Центральной избирательной комиссии, в выборном процессе, конечно, и привели к тому, что люди меня знают и доверяют. В омбудсмена я баллотировалась до этого дважды. Это третья и удачная попытка. Да, третья попытка. И в 2015 году, вот, то есть вот в этот раз спикер Мамытов Талант Трудович отметил, да, что в 2015 году на самом деле победа была украдена. Тогда 10 декабря было голосование, и я была единственная в третьем туре, и там 46 за бюллетеней вышло голосов, а 5 бюллетеней были испорчены. Достаточно было 50... Это было специально сделано? Ну, вот, да, достаточно было 50 голосов, чтобы я прошла. Там, конечно, к сожалению, административный ресурс, аппарат президента того времени, они как бы гуськом, да, заставили депутатов парламентского большинства, кто входил тогда, они их заставили показывать бюллетени, голосовать против, но в любом случае 51 голос должен был быть, и тогда было бы, как бы, да, победа моя. Пусть и большинство, там еще, конечно, было большое количество голосов против, да, этих партий и депутатов, но вот. И в этот раз спикер отметил, что историческая справедливость восторжествовала, потому что те депутаты, которые в тот период работали, они понимали, да, что это было несправедливо в отношении меня. Вот, и удивительно, да, что я как бы не принадлежу никаким кланам. Да, вы прекрасно знаете. Ну, вас всегда связывали с Омарбеком Бабановым. Давайте да. Вот четко расставим точки над «и». Вообще, это из-за того, что я не имею отношения к каким-либо политическим кланам, да, вообще как бы родственным там большим, не имею как бы отношения к каким-либо там бизнесменам и олигархам, вечно, но при этом стою на своей позиции, которая основана на моих ценностях и на законе, люди, которые
пытаются удержаться у власти, пытаются удержать ту систему, которая сформировалась 30 лет, очень часто ведут против меня всякие сплетни, интриги и так далее. Да? И вот одна из сплетен того, что то я Байболовская, то я Бабановская, то я Сариевская, то я Ладмаровская, то я Торобаевская и так далее. Почему это возникает? Ну, так вы чья? Или сама по себе? Я гражданин Кыргызской республики, я лучше буду народная, да? Вот, с Бабаном почему связывают? Потому что в 2016 году членом ЦИК я стала по квоте оппозиционной фракции Республика Джурт, да, и вот, к сожалению, мои оппоненты из-за того, что не могли никаких больше доказательств, и были попытки, да, очернения, были попытки возбуждения уголовного дела тогда, вот, 16, 17, 18 года, но так как ничего не могли найти, вот, единственная возможность дискредитировать, это было вот привязывать к каким-то политикам и так далее. И вот Бабанов как бы оттуда, да, речь идет. Так я работала с Байболом, с Ариевым, с Бабановым, со многими политиками и людьми, которым вот вечно пытаются, да, вот получается в 2016 году, когда на местных выборах пытались выкинуть ОНГ прогресс, да, у них был конфликт с мэрией, я заступилась, сказала, что неправильно, ОНГ прогресс были правильно, как бы, то есть их права нарушаются. Тогда мне сказали, что я к ним отношения имею. В 2020 году на парламентских выборах вы видели, да, мы вот как раз все вместе с вами были в зале, когда права партии Битулраса нарушались, я тогда этот вопрос подняла. И вот в политическом оппонировании, конечно, все средства, к сожалению, для некоторых людей хороши. Но это все неправда, потому что уже в 2017 году там тот же Мадумаров, когда было нарушение закона, я сказала, да, что идет нарушение закона со стороны него. То есть есть закон, есть стандарт, и для меня он, наверное, выше, да, не наверное, он выше, и общественный интерес для меня выше. Я готова и умею свой личный интерес, там, я не знаю, свои обиды или свои желания, ну, как бы убирать назад и ставить стандарт, закон и общественный интерес выше. Хорошо, у нас поступают вопросы. Есть такой вопрос. В последнее время много молодых женщин, которые вышли замуж по кыргызским обычаям через нике, и брак не зарегистрирован. После развода этим женщинам приходится уезжать в Россию, чтобы прокормить своих детей. Их бывшие мужья не дают разрешения на вывоз ребенка за границу, и некоторые мужья чисто символически выплачивают мизерные алименты, например, в 2000. Да. Наши продажные суды не помогают таким женщинам, мы видим это по телевизору. Что можно и что нужно сделать в таких случаях. И вот для примера, что предлагают, российская статья есть, которую ввели под Кристину Орбакайте, когда ей в начале 2000-х не разрешали вывести сына. Да. К сожалению, это самое распространенное нарушение. Да? И худшее, что ребенок становится инструментом манипуляции, сведения счетов между родителями. Имею, к сожалению, даже личный, наверное, опыт, и как юрист очень часто с этим сталкиваюсь. Да? И на самом деле очень много людей, которые до настоящего времени все равно просят совета. Первое, конечно, это нарушение прав ребенка. Почему? Потому что алиментные обязательства, там, обязательства по воспитанию, содержанию, образованию ребенка, она лежит на родителях обоих. Без разницы, это зарегистрированный брак, не зарегистрированный брак, да? Конечно, понятно, если это не зарегистрированный брак, и ребенок в соответствии с законодательством во время получения свидетельства о рождении не был усыновлен или удочерен, если брак не зарегистрирован, надо, да, заявление соответствующее писать, то, конечно, придется доказывать сперва отцовство, да, или материнство, смотря кто нарушает. То есть, по сути, нет никакого нарушения, если мать, находясь в подобной ситуации, забирает ребенка без разрешения отца. Если они не зарегистрирован брак, нет. Если он не усыновил, не удочерил ребенка, то, получается, женщина родила. Ну, то есть в свидетельстве о рождении прописано его отчество. Это означает, что он удочерил или усыновил своего ребенка? Нет, они вписывают, они должны записать заявление на месте и уже вписывается в графе «отец». Да. Если этого нету, то мать остается матерью. Если есть такая графа? Если есть такая графа, то получается обязательно согласие второго родителя, да, и это не только на вывоз, связанный там, я не знаю, с командировкой, с путешествием, с отдыхом, это образование, это олимпиады, это конкурсы, это соревнования. К сожалению, второй родитель, кто не участвует, ну, как бы, с кем не остался ребенок, скажем так, да, это может быть и мать, и отец, вот они чаще всего сводят счеты и не дают разрешения, это плохо, да, и это сейчас, конечно, есть уже судебная практика, наши адвокаты, да, на самом деле у нас есть пробоно адвокаты, да, бесплатные, вы знаете, это у нас адвокатура Кыргызской республики вместе, по-моему, с ПРООН делают такие проекты по поддержке женщин, которых нет возможности себя защищать, да, в такой ситуации. И они уже создали практику, когда суды выносят решения, и ребенка можно вывозить уже не дожидаясь разрешения. Можно ли лишить отцовства
бывшего мужа, да, супруга, чтобы спокойно забрать ребенка. Да, но этот процесс немного усложненный, да, поэтому сложновато. Но вот здесь самое главное, очень часто, да, ко мне обращаются, да, и журналистского, и из гражданского сообщества, и активисты. Очень часто женщины, которые активные, публичные, там, да, или не могут говорить о своих таких проблемах, да, не говоря уже о женщинах в регионах и в селе, да. Поэтому первое, что вот по этому поводу надо делать, однозначно менять законодательство, да, потому что Конституцию, которую приняли 5 в прошлом году, 2021, да. 5 мая, да, ее подписали 5 мая. Приурочили к тому же дню, да. Дважды, да, прописали, что приоритеты ребенка, приоритеты прав ребенка, да, и мы должны в реализацию этой конституционной гарантии уже подходы изменить, да, чтобы разрешение вывоза ребенка не было манипулятивным. Если один из родителей не участвует в воспитании, содержании, образовании ребенка, то зафиксировано документально. Да, соцслужбы, органы опеки и попечительства должны содействовать, да, учету таких детей и учету того, что есть бездействие со стороны второго родителя. Потом, знаете, по поводу алиментных отношений в Украине есть хороший опыт, да, и во многих других странах. У нас в Кыргызстане эта инициатива уже депутатами ранее поднималась, что если один из родителей уклоняется от воспитания и содержания ребенка, либо он неизвестен, да, местонахождение этого родителя неизвестно, то алименты выплачиваются за счет государства. То есть государство будет заинтересовано в поиске злостного неплательщика. Да. Вот я и в свою программу омбудсменства это включила, и с депутатами во время заседания фракции, когда меня утверждали, я там говорила, мы должны эту норму включать. О программе мы поговорим чуть позже. У меня вдогонку есть еще вопрос касательно алиментов и прав женщин. А можно, Диля, извиняюсь, по поводу этого, да, обращайтесь в суд, практика есть. Обращайтесь в суд, обращайтесь к нам. То есть быть готовым к хождению по судам. Да, но уже практика есть, и мы должны эту практику уже расширять. Пока законодательство не изменим, то мы должны судебную практику расширять, да, и это возможно. Еще вопрос. Почему алименты на детей такие мизерные? Отцы детей абсолютно не хотят помогать детям, а приставы не хотят работать. Может привлекать злостных неплательщиков на отработки? Это такой вопрос. Можно ли создать подобный законопроект? Смотрите, по алиментам у нас есть просто обратно же, да, это вопрос к судоисполнителям и к судебной системе, к сожалению, и к адвокатам, насколько они профессионально выполняют свои обязанности. Там все зависит от того, из чего исчислять алименты, да, там от заработка, либо от оговоренной суммы, да, или от оговоренной там в алиментном соглашении суммы, или от минимального там прожиточного минимума, утвержденного там в определенном районе. То есть разные подходы, и это зависит уже от адвоката и от человека, который как бы взыскивает алименты. И я думаю, что мы сейчас, вот буквально вчера в институте омбудсмена открыли свою видеостудию. Я тоже приглашу, да, и покажу. Мы вчера сделали открытие. И там мы будем снимать видеоматериалы, да, для наших граждан, для нашего народа о том, какие права, возможности есть. И вот важный фактор, это вот важное направление будет в этом. Да, защита прав и как надо подавать, с чего взыскивать, потому что эти мизерные 2-2,5 тысячи сомов, которые обычно приносят там справку, что якобы я зарабатываю там 7 тысяч сомов, 8 тысяч сомов, из этого 1/4 взыскивать, это неправильный, неверный подход. На самом деле можно уже взыскивать не менее 12-14 тысяч сомов. Да, и мы должны просто эту практику расширять. А вообще, насколько реально установить какой-то минимум для взыскивания алиментов? Ну вот это зависит от требований, которые в суде предъявляет тот или иной родитель, да, когда взыскивает алименты. Вот тут надо по судебному обратно же, да, то есть уже есть практика исчисления, когда вы... В общем, законодательство это требует тщательного пересмотра, анализа, да, однозначно, и изменения. Да. Хорошо, тогда мы вернемся к очень важной теме, к программе омбудсмена на 5 лет. Я предварительно с ней ознакомилась, она очень интересная, очень много уделено правам женщин. Почему эта тема вас так волнует? Смотрите, было такое, по-моему, древнегреческое выражение: общество, которое не уважает женщин и искусство, никогда... То есть общество, которое не уважает женщин и искусство, обречено на погибель, да? Я с этим выражением согласна. Общество должно уважать женщин и искусство. В нашем обществе, к сожалению, идет обратный процесс, хотя ни в традициях, ни в истории таких примеров отношения к женщине или к искусству мы не видим, да? То есть обратно же деятели искусства, там, ахыны и монасчи, да, они были почитаемыми, да, они говорили какие-то неудобные вещи, они могли сказать там хану, там бию, напрямую какие-то нарушения там и так далее, но при этом никто их не преследовал за это, да, и они были как бы любимцами народа, да, народ их кормил, там, я не знаю, да, то есть
То же самое с женщинам. Так, чтобы женщина была однозначно, откровенно на вторых позициях. И вот то, что у нас происходит, к сожалению, да, публично, вот это последнее избиение жены, там он испинал, да, когда ночью, по-моему, вечером было инцидент. Ну, это просто ужас, да, это вот прям, там тот же инцидент, помните, когда повесили колеса, да, на жену, облили холодной водой, или тот же случай, по-моему, на Исукуле был, когда женщину облили бензином и подожгли, да, лицо, вот, то есть женщина не какой-то предмет мебели, да, не обслуживающий персонал или не робот, к которому можно вот так вот относиться. Почему тема женщины для меня актуальна? Потому что мы все знаем, да, вот я сама мать, кто воспитывает детей, что мальчиков, что девочек. Воспитывают в основном женщины, да, большая часть времени именно женщины уходит на воспитание, на образование ребенка. И получается, та женщина, которая сама несчастна, та женщина, которая сама закомплексована, сама в этих стигмах, в этих стереотипах, когда женщина, которая сама подавлена, она и в детях воспитывает уже изначально эти чувства. Это неравенство, эту дискриминацию, понимаете? И поэтому женщина является именно основным стержнем, элементом того, что общество может развиваться. Если вот мы видели, да, исследования, когда мать менее образована дети. Если мать нездорова, да, то как бы не... Как бы... Это прямая тенденция, да, которая и мы должны понимать, из года в год. Если мы женщину не поднимем, если мы не создадим женщине равные условия, главные условия для благоприятных условий, да, труда, жизни, обеспечения, образования, доступ к образованию, выбора религии, да, и много других, там, выбора труда. У нас в основном, к сожалению, даже в городе женам молодым, да, молодоженам мужья предлагают женам не работать, дома сидеть, да, вот как бы это все неправильно, потому что женщина должна быть тоже реализована, должна быть образована, должна смотреть, уметь за собой ухаживать, смотреть за своим здоровьем, поэтому когда она, как бы, скажем, родит таких же детей и воспитает, да, самодостаточных детей, а мужчина внесет свой вклад, поэтому для меня права женщины, они наиболее важны. Это не говорит о том, что мужчин надо, да, там вот нас любят, и да, на заседаниях фракции депутаты тоже сказали, что перебора не должно быть. Однозначно я всегда выступала за равенство, и это не говорит о том, что мы должны идти на ущемление прав мужчин. Ничего подобного. Мы просто говорим о том, что если мы в Конституции и в законе прописали, что женщины равны, у них должны быть равные условия и возможности, то они должны быть реализованы. Мы должны доступ к образованию, к медицине, к труду, к предпринимательству, ко всему. Я знаю одну интересную историю, связанную с вашей выборной деятельностью, связанную с местными кинешами, когда удалось добиться того, чтобы женщины попали в кинеши. Местные. Расскажите, пожалуйста, ее уже вот нашим зрителям. Это вот когда у нас, получается, в местных кинешах вообще практика сложилась, то, что в партиях подписывают всякие документы, да, вот это очень много кейсов было. Ну, в общем, женщинам предложили подписать пустые бумаги, да, кандидаткам, и подписали, и потом, когда пришло время получить мандат, использовали эти пустые бумажки, распечатали сверху текст о том, что я там отказываюсь от своего мандата, да, и когда это стало известно, конечно, я подняла этот вопрос, и признали как нарушение, и женщина получила мандат. Кроме этого, ну, уже то, что произошло, первый хороший прецедент прихода большинства женщин и спикерства в местном кинеше в Сару, это Джитюгусский район, да, как раз в Иркутской области, это, конечно, была больше политическая воля, когда женщинам в большей степени создали условия избраться. А кроме этого, конечно, да, вот в последние местные кинеши получилось помочь более там 30, около 40 женщинам получить мандаты, тоже под разными предлогами, к сожалению. В основном это в партийных списках, да, нарушаются права женщин. И идет давление, пожалуйста, женщины, особенно на местах, в регионах, идет давление, что ну зачем тебе, да, мандат, иди домой, там, мы тебе дадим там должность секретаря, там, айльного кинеш, айлюк мету, там, или что-то еще. И женщинами манипулируют, запускают мужей, там, да, переговорить братьев, если есть, или отцов, там, типа, но это неправильно, да, то есть женщины должны участвовать в управлении. Но и надо быть, это не означает, что надо быть непрофессиональным, просто я женщина, и поэтому я имею право, да, надо обязательно над собой работать. Вообще, насколько важно родить за свои права, быть готовым к этим судебным тяжбам, писать заявления, обращения, прийти в аппарат омбудсмена, написать заявление там, рассказать о всем. Почему это важно и почему институт омбудсмена должен работать? Институт омбудсмена, ну, это АККЧ, да, то есть правозащитник, скажем так, на уровне государства.
Это институт, который создан именно для того, чтобы мониторить, контролировать, как исполняются права и свободы человека государственными и муниципальными органами. То есть, если нарушены права в больнице, в милиции, в школе и так далее, в министерстве, в акимиате, в айлюкмету, в горкинеше, в парламенте, в любом, да, если это госмуниципальные органы или учреждения, все, это вопрос к омбудсмену в том числе. А если нарушены права, там, условно, я у частной фирмы приобретала какую-либо услугу, мои права были нарушены, этот случай подходит к вашему обращению? С этими случаями чаще тоже обращаются. Вот я смотрела статистику, если за прошлый год в институт омбудсмена обратились порядка 13 тысяч заявителей, да, и там хозяйственных споров очень много. Но хозяйственные споры надо понимать, уполномоченный орган надо обращаться, да, то есть если даже в институт омбудсмена обратятся, и мы должны будем по закону перенаправить в соответствующие органы, да, то есть либо правоохранительные, если там есть какие-то вопросы давления, там, либо подлога документов там, и так далее. Это уже правоохранительные. Или в суды. Да, но, конечно, бывают случаи, когда лицо не может защитить свои права, да, лицо обмануто, там, вот, особенно это может быть с пенсионерами, да, там, или с одинокими людьми, которыми, да, престарелые, которыми манипулируют, там, квартиры или там, земельные участки могут отобрать. В таких случаях, конечно, институт омбудсмена подключится. Но хозяйственный спор – это хозяйственный спор. Каждый из нас имеет не только права, но и обязанности. Перед тем, как вступать в какие-то хозяйственные правоотношения, имущественные, да, частные, необходимо, конечно, тоже думать, да, о последствиях. И консультацию юриста все-таки да, стоит. Да, и вот тут на помощь институту омбудсмена мы сейчас, это в моей программе тоже было, и в практике моей до этого было, да, мы, помните, в 4 районах здесь открывали бесплатные юридические консультации. Они работают сейчас? Они работают, но не так много обращений. И на самом деле сейчас в программе у меня это институционализировать, то есть в каждом районе вместе с адвокатурой, вместе с органами местного самоуправления открыть такие консультационные центры. И туда обязательно, обратно же дети и женщины, мы должны посадить психологов. Хотя бы на районном уровне, хотя бы онлайн должен быть один психолог, потому что ни детям, ни женщинам, ни даже и мужчинам, да, никто не оказывает психологическую помощь, а в настоящем мире это все-таки в настоящем мире это нужно, да, не только правовая, но и психологическая помощь. Еще вопрос у меня такой, а в каких случаях можно обращаться? Вот мои какие права могут, в каких случаях я могу обратиться, если были нарушены права мои? На информацию, да, на получение информации, на получение услуг. Далее. Все права, смотрите, получается у нас, вот здесь нужна конкретика, Хорошо. Потому что люди понимают, что все права, у нас есть всеобщая декларация прав и свобод человека, конвенция ООН и так далее, масса документов, давайте по конкретике. Ну, смотрите, политические права, да, первый блок, да, один из главных, это право на управление государством, то есть это право быть избранным и избираться, да, то есть обратно же омбудсмен может вовлечься. Свобода слова, свобода мысли, да, если вот сейчас, к сожалению, мы видим, есть, конечно, попытки ограничения, но с другой стороны есть и попытки злоупотребления свободы слова, да, то есть вот обратно же это к нам можно обращаться. Свобода передвижения, свобода проведения мирных собраний, митингов и шествий, это все вот это, да, политические права человека и граждан. Потом идут социальные, то есть здесь еще доступ к информации, да, и о себе, и о деятельности государственных, муниципальных органов. Вот сейчас чем еще попытаемся, да, как бы тоже охватить, у нас в регионах, в селах недостаточно, то есть коррупционные есть моменты в выделении земельных участков жителям. Это тоже требуется информационная. Да, потому что эти люди, там, помните, вначале, раньше в Бишкеке тоже, да, выдавали земли, потому что была норма о том, что каждому гражданину государство один раз в жизни выдает бесплатный земельный участок для строительства жилья. Сейчас в селах это же до сих пор соблюдается, потому что население растет, и как бы, жить негде. И, к сожалению, люди обращаются в айлюкмету, их якобы ставят в списки, потом говорят, нет, земля там у нас для пашни, там для озеленения, надо трансформировать, подождите, люди ждут, а в это время все это происходит, и земли выдаются всем другим лицам. Да, и это тоже вопрос, потому что право жить достойно и как бы в своем селе вести свое хозяйство, это тоже право граждан, которые должны быть защищены. Вот, это как бы политически одно. Потом социальные, здесь получается доступ к социальным услугам, да, практически все, доступ к качественному медицинскому обслуживанию,
доступ к образованию, как школьному, дошкольному, так и среднему, профессиональному, техническому и высшему образованию. Вот здесь из того, чем мы занимались, я занималась, да, и вот вы мне помогали, выпускники детских домов, лица с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, да, они вот под особым контролем будут, потому что им сложнее, да, скажем так, защищать свои права, продвигать свои права. Поэтому, согласно нашему законодательству, у них есть квоты на поступление там, да, но они не соблюдаются, да, поэтому это тоже туда. У меня такой еще вопрос. Пенсионная, да, пенсионная обязательно, потому что, смотрите, это я озвучила во время, да, заседания, выступления в парламенте. Пенсионное обеспечение почему важно? У нас, к сожалению, подход к начислению пенсий неправильный, да, то есть и самое здесь еще в социальном блоке очень сильно сидят наши мигранты, да, то есть наши родители, они в свое время первые мигранты, которые выехали, да, и большая часть из них пострадала, они были ужасные, жуткие условия, да, работы, и со здоровьем у многих проблем, но сейчас они выходят на пенсию 1700, 1900, 2000 сомов, представьте, люди, которые спасли от экономического развала страну, сейчас вот на такого обеспечения, да. И однозначно необходимо признавать, во-первых, их стаж, да, их начисление пересматривать, потом мамочки, которые сидят дома. Получается, человеку 18, пока дети выросли, сидела дома, тут ей там 40-42 условно, да, она выходит в мир, и у нее как будто нет трудового стажа, потому что она была мамочкой. То есть тут тоже надо искать подходы, решать, потому что, во-первых, это и в последующем пенсия, но с другой стороны, человек 40-42 решила заняться там какой-то деятельностью, а тут требования стажа, которые она не может подтвердить, да, она-то смотрела за детьми. Потом есть еще у нас очень большая проблема, это родители или их заменяющие лица, которые ухаживают за людьми с инвалидностью, которые не могут, да, сами передвигаться. И вот получается, по законодательству предусмотренное пособие, да, поддержка только до достижения ребенка 18 лет. А извините, 18 человек не встал и не побежал. Мать, там, отец или кто-то там, тетя, дядя. Это огромный пласт законодательства. Да, они продолжают ухаживать за ними, да, то есть человек пока жив, мы никуда их не бросаем, да, они их туда какой-то дом, там, соцдом не сдают. Ухаживают, значит, государство должно поддержать. И образование, и отдых, и психологическую помощь, и, естественно, материальную, да. То есть это все к омбудсмену, и это вот. Потом, смотрите, важное право наших медиков, да, к сожалению, до сих пор, насколько я знаю, очень многие медсестры, которые работали в красной зоне, до сих пор не получили возмещение. Есть такое, да. Там постоянно обращаются. Вот. И мы сами болеем, приходим, да, вот каждый раз болеем, приходим, они бедные спасают нас, колят, помогают, лечат, но при этом они до сих пор не получили выплаты. Потом дети, очень важно сейчас, да, вот дискутируется, я уже разговаривала и буду в ближайшее время встречаться с нашими экспертами и неправительственными организациями в области защиты детей. Это семейное насилие, это одно, насилие, да, сексуальное насилие, вот каждый день, да, в новостях выходит. Но еще самый большой пласт мы сейчас видим, и пандемия показала суициды, да, из числа детей, и то, что в школах отношение к детям, не знаю, повышение квалификации учителей, да, создание условий для учителей, психологическая помощь учителям, наверное, чтобы они не давили, да, не оказывали психологическую, моральную как бы давление на детей. То есть вот немножко здесь тоже нужно поработать, потому что сейчас есть некоторые законопроекты, которые хотят в поддержку учителей внести, что если ребенок оскорбил, штрафовать родителей, но извините, для меня ценность и важно, что при конфликте ребенка со взрослым виноват, на мой взгляд, взрослый. То есть, что он опустился до уровня. Да, то есть ребенок, да, на то мы их и особую категорию, на то и есть понятие дееспособности. И нельзя возлагать воспитание только на родителей. У нас большую часть времени дети проводят в школе. Полдня дети точно в школе, да, то есть, и мы всю жизнь разделяли учителя и родители, да, и бок о бок и работали. У меня сразу вопрос, обладает ли институт омбудсмена правом законодательной инициативы? Вот, спасибо. К чему вели, да? Да. Да, и это вот, конечно, наверное, мой конек, да, то, что я понимаю, знаю и люблю менять систему, менять законодательство, это я умею, и, к сожалению, по Конституции мы не субъект законодательной инициативы, то есть самостоятельно мы не внесем, но мы по закону об омбудсмене мы имеем право выносить свои предложения парламенту, потому что мы осуществляем парламентский контроль за реализацией прав человека.
И этот вопрос, он тоже в программе сидит, что именно улучшение законодательства будет основным упором. То есть одно дело мониторить, заявить о нарушениях, но другое предложить пути решения, и это предложить уже в механизмах, в законе, да, в проекте закона. И поэтому Институт омбудсмена сейчас весь свой опыт, который был до этого, немножко перенаправит то, чтобы менять правила. Да, мы отмониторили, да, мы увидели нарушение прав, да, мы делаем рекомендации, но, извините, эти рекомендации, они не должны быть просто, да, вот такими формальными, они будут уже ложиться как проект закона, и мы будем давать депутатам. И вот сейчас с теми фракциями, которые поддержали выдвижение мое, да, это 5 фракций выдвинули. В большинстве вот, с молодыми депутатами, с женщинами депутатами я изначально сразу обговаривала, да, что я заинтересована в изменении, улучшении законодательства в области прав человека. Уже совсем скоро будет отчет омбудсмена, а вам придется отчитываться за деятельность предыдущего руководителя. Уже знакомы ли с этой деятельностью, что нуждается в первоочередных доработках, кроме тем, о которых мы говорили ранее? Ну, смотрите, до 1 апреля я уже должна внести в парламент отчет за прошедшие 3 года, да, потому что из-за пандемии, коронавируса... За 3 года? Да. То есть это вы отчитываетесь за 3 омбудсменов? Нет, за 2. За 2, да, получается? За 2. 3 отчета еще не приняты, и понятно, да, обратно же форс-мажорная ситуация все-таки была, пандемия, и потом политические события, да, не до этого было, это однозначно. Я уже взяла вчера, первый день у меня был вчера, да, в качестве омбудсмена, я взяла все 3 отчета, они большие талмуды. Я считаю, что, возможно, некоторые уже были затрачены средства и опубликованы в виде книг, но один последний отчет, он пока в электронном варианте, конечно, он будет существенно сокращен, изменим немножко формат. Но мне придется отчитываться за работу, проделанную моими предшественниками, да, но я постараюсь улучшить то, что было, и с него вытащить те рекомендации, которые есть, отчитываться буду. Кто дает рекомендации? Акакачи сам как бы вот в этих направлениях, которые отмониторили, дает рекомендации парламентариям, другим госорганам, как улучшить, да, права человека. С содержанием, что уже наработано, я, к сожалению, не успела еще знакомиться, но просто сам показатель, что это талмуд, уже изначально говорит, что надо сокращать. У нас подходит время к концу. Последний вопрос. Удастся ли восстановить полностью права человека в Кыргызстане? Когда мы дождемся того момента, когда они перестанут нарушаться? Спасибо. Отличный вопрос. Смотрите, первое, что хочу сказать. Первое, каждый из нас должен понимать, что мы обладаем не только правами, но мы несем обязанности. Очень часто мы начинаем качать права, но забываем, что сами обязаны. И есть хорошее выражение: мои права заканчиваются там, где начинаются права другого человека. Да? То есть мы должны уже немного понимать, вот это, внедрять в себе эту ценность. Это раз. Во-вторых, соблюдение прав человека зависит от каждого из нас. Вот то, что мы обсуждали, да, про женщин, которые воспитывают одни детей. Из-за того, что судоисполнители их футболят, из-за того, что в судах им хамят, из-за того, что там, я не знаю, кайнджурт, там, да, кто-то еще там говорит негативную информацию, мы замыкаемся в себе и мы не защищаем свои права. Но никто за нас это не сделает, да, к сожалению. Это 3. И самое важное, обращаюсь к сотрудникам госорганов и муниципальных органов. Да. У меня был всегда этот принцип: ну нельзя нарушать права или ограничивать права простых граждан. Даже вот когда я очень четко знаю, что вот получение социальных пособий, выплат, да, или там алиментов, неправильно данная консультация с сотрудником, оно влияет на целую судьбу, да, и не одного человека, а нескольких людей. То есть раз ты пришел на государственную службу, на муниципальную службу, нравится тебе зарплата, не нравятся условия и так далее, никто не обязывал, да, человек сам выбрал, пришел, но если ты пришел на госслужбу или муниципальную службу, будь любезен делать свою деятельность профессионально в интересах человека, а не в интересах службы или в интересах, я не знаю, да, какого-либо другого там группы. И еще важно сейчас, я на самом деле в парламенте это заявила, да, и сейчас заявлю Институт омбудсмена, и я лично нуждаюсь в поддержке граждан, чтобы граждане, вот даже сейчас в соцсетях, я смотрю по политическим очень по некоторым вопросам, подпинивают, торопят, да, давая заявление, когда дашь позицию, так нельзя. Да, то есть мы должны на самом деле научиться к профессиональному подходу, сказать плохо, всегда возможно. А почему плохо и как сделать хорошо, на это нужно время, чтобы это обдумать и сформулировать. Ну, сообщество СМИ Кыргызстана ждет позиции Института омбудсмена по Next TV. Обязательно сегодня будет. Предварительно я уже переговорила с адвокатами, предварительно переговорила с каналом, представители канала, и сотрудники переговорили
С правоохранительными органами информацию мы как раз накопили, и сегодня будет заявление однозначно. Куда можно обращаться, если случится такая оказия, что нарушены права человека в Кыргызстане? Непосредственно? Да, непосредственно ко мне, и пользуясь случаем, то есть институт омбудсмена находится на Тыныстанова 120, да, это выше Русского драмтеатра или ниже проспекта Чуй, в центре города. В каждом регионе у нас есть свои представители. В Российской Федерации и в Казахстане тоже есть представители на общественных началах. Все это опубликуем, да, на сайте и вам предоставим, если возможно, помогите с информированием. И вот здесь важно, я хотела заявить, сейчас я внедряю новую практику. У нас получается 7 регионов, да, 7 областей, но так как Чуйская область находится более-менее близко к Бишкеку, с Бишкеком, чуйские могут приезжать в Бишкек в офис омбудсмена и встречаться, да, и оставлять свои заявления, жалобы, консультации брать. А сейчас со следующего месяца раз в 2 месяца на неделю омбудсмен будет выезжать в определенную область и неделю там принимать людей. О, это будет хорошая практика. Да. То есть условно уже получается сейчас март, в начале апреля на неделю в одну из областей, заранее мы заявим, да, прошу тоже информационную поддержку, помочь. И вот, пожалуйста, да, чтобы населению не надо было сюда приезжать, это сложно, на самом деле сейчас очень большой экономический кризис, не у всех есть деньги, да, нищета огромная. Поэтому вот, я хочу каждые 2 месяца раз, то есть когда получается 12 месяцев и 6 областей, точно в год сидишь одну неделю, принимаешь людей там. И весь мой график, вся работа, она будет под это подстроена, поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. Там на месте же очень много вопросов можно решать, не доводя до центрального уровня и не заставляя вас сюда и сюда бегать, поэтому заявим заранее, приходите. В регионах есть тоже наши представители. Если, к сожалению, есть нарекания, если будут нарекания, тоже обращайтесь. Я открыта, да, и на Фейсбуке, и будет WhatsApp-канал, Telegram-канал, да, создан, все это будем информировать. Обращайтесь. Спасибо большое, Алтыра, за такое вдохновляющее интервью. Надеюсь, все получится. Желаю удачи и ждем отчета. Я со своей стороны благодарю вас за то, что вы смотрели наш эфир. Подписывайтесь на нас, читайте у нас новости. Мы есть везде, во всех социальных сетях. Также есть непосредственно сайт Кактус Медиа, Кактус KG. И помните, что Кактус Медиа любит вас.